Это язык, это, получается, культура. Китай, Монголия, Это где? В Казахстане? мен қазақпын, бұл сарт. Это культура и, по сути, территория. Потому что, грубо говоря, никто не просит у вас академический там әдеби тіл, ешкім сұрамайды. Казах тілі должен эволюционировать. Да. На самом деле, почему Абай так сакральный? Многие такие люди сталкиваются с непониманием. Шухрат Уәлиханов, он больше был консерватор. Царская охранка, так сказать, она уже прямо сказала Абаю: выдвигайтесь сами. В переписке пишет, что, грубо говоря, потому что я там условно не верю в Бога. То есть, допустим, не плюйся на улице, не убивай детей. Камчой и Шухрат Уәлиханов, и, грубо говоря, Что Абая придумали в Советском Союзе. вот казахи часто любят искать предателей. А человеку более-менее воспитанному это и так понятно, но оказывается вот нет. Вот с этого и начинается вопрос. Иисус казах, А вот когда нету войны, начинается Наурыз. А Наурыз что? Наурыз это не праздник такого там. то есть все готовы загрызть друг друга внутри. А какая национальная идея казаха? Это вот вопрос уже к другим. Всех приветствую, друзья! С вами Тенгрикор. Это наш дебютный подкаст. Сегодня мы говорим о таких понятиях, как этнос и нация. Возможно ли формирование нации в Казахстане? Будем разбирать вот эти темы. Пожалуйста, я передаю свое слово своему напарнику Сунхару. Армстар, құрметті көрермендер. Сегодня наша тема – это вопросы формирования этноса, формирования нации. И чем отличаются эти термины? Ну, мы начнем, наверное, с определения. Да. Мы начинаем с определения и вообще говорим о том, что же такое этнос и нация. Вообще, термин «этнос», он сформировался не так давно, это произошло в XIX веке. Вообще, этнология как наука, антропология как наука, они сформировались в XIX веке. Термин «этнос», он обозначает как некое объединение людей, какую-то определенную народность или народ, который объединился по трем основным признакам. Это является язык, культура и, самое главное, это общее самосознание, то есть национальное, этническое самосознание. Вообще, мы когда говорим «этнос», мы иногда опускаем этот момент, то что в современном мире этносы, они формируются на очень других, диаметрально противоположных ценностях. Например, сколько мы имеем в виду понятие «этнос», вот есть африканские народы, где, грубо говоря, нету четких границ этносов, есть племенные организации, но при этом люди объединены определенным самосознанием на одной территории. То есть, например, если вы возьмете племена всяких, например, берберов, племена, которые живут на центральных районах Африки, то они в основном объединяются тоже по языковым моделям, но при этом у них нет общего культурного вот этого пласта, который бы объединял их. Да, поэтому ввиду вышесказанного нам нужно понять, какие атрибуты могут объединить всех, кто проживает в Казахстане. Да? Даже, допустим, условно-этнически русского, который проживает где-то в районе Петропавловска, и, допустим, уйгуры, да, которые проживают в Южно-Казахстанской области. Казалось бы, на первый взгляд, это очень разные люди, но ввиду того, что мы все граждане Казахстана, мы должны быть скреплены некой единой идеологией или какими-то еще другими атрибутами для формирования нации. Ну, тут самый интересный пример, когда мы говорим про слово «нация», мы иногда его путаем с понятием «национальность», с понятием «этнос». По сути, чем отличается нация от этноса? Если этнос мы можем как-то верифицировать по границам, определенной территории, языку, культуре, то нация – это не всегда конструкция, которая напоминает нам именно этнический пласт. Вот если берем, например, к примеру, там, термин «казахская нация», то понятие «казахская нация» в современном Казахстане входит очень много народов. То есть это люди, которые объединены не только там, историческим прошлым, но и люди объединены общими территориальными рамками. То есть границы определенные, народы, которые живут на территории Казахстана. То есть помимо самих казахов это русские, узбеки, разнообразные представители европейских народов, центральноазиатских народов. Те же самые, например, народы, помимо, вот как упомянул Чингис, народы уйгуров, которые являются тюркскими народами, также есть народы дунган, корейцев, которые не являются родственными в языковом, культурном, там, условном, общегенетическом плане, но при этом являются частью нашей нации. Если говорить про национальную конструкцию, вот мы часто упускаем момент, что нация – это политический конструкт. То есть, когда сформировалась нация? Сформировалась, как говорится в советской историографии, с великой буржуазной революцией во Франции. Но на самом деле она не столько была великая, сколько была просто революцией. Основной плод, что дала нам революция во Франции, это то, что мы поняли, что есть определенные границы представления политической субъектности человека, политических объединений. То есть отделение конвента направо и лево
шло деление именно в политическое. Но когда сформировалась нация? С термина француз. То есть разные бургундцы, лазальцы, шампаньцы, они находились, грубо говоря, на территории Франции в разных культурных пространствах. Был общий язык, но не было общей идеи. И формирование нации, французской нации началось именно с этого понятия нация, когда объединилась под общими понятиями, там, если я не ошибаюсь, либерте, фронталите и эгалите. Да. Да. Свобода, равенство, братство. Отсюда и начинается формирование нации как экономической, какой-то политической субъектности. То есть нация — это всегда политическая, и немаловажно упоминать именно экономическую цель. То есть что буржуазная революция дала что? Она позволила большую часть граждан создать новые законодательные акты. После уже с приходом с Наполеона появился гражданский кодекс, и появились определенные экономические свободы, что и дало людям осознавать себя как общую часть вот этого крупного французского народа. Да, все именно так, и ввиду этого мы тогда приходим к неким 3, получается, показателям, которые могли бы формировать современную нашу нацию, да, условно. Это язык, это, получается, культура. И, грубо говоря, тут земля, но земля, когда я имею в виду земля, это не территория, а именно пространство, в котором находится этнос. То есть этнос может находиться за границей, например, государства, но при этом он входит в общий этнический контекст. То есть как жизненное пространство, то есть наши границы. Да, то есть казахи живут не только в Казахстане, казахи живут буквально, грубо говоря, живут во всех приграничных районах, рядом находящихся стран, то есть это Китай, Монголия, например, те же самые, даже не приграничных, есть казахи, которые живут и за границей, и далеко от границы Казахстана, то есть разнообразные. Турция в этот входит в список, Афганистан, Иран входит, например. Где казахи, в принципе, живут, где находится сам этнос казах, то, в принципе, мы можем верифицировать их распространение. Но нация, именно то, что верифицирует нацию, это именно и этнос верифицирует, это именно самосознание. То есть вот сана сезим сана, она формирует именно общее представление народа о том, какие ценности есть. Да. Вы всегда заметите разницу между, например, жителями, например, гражданами Америки и гражданами Англии, например. То есть англичане, у них другие ценности. Хотя они разговаривают на общем языке, грубо говоря, имеют общие такие культурные установки, но при этом ценности у них разные. Экономические ценности. Там, грубо говоря, конституционная монархия в Англии, а тут, грубо говоря, демократия, выборная демократия. Тут это где, в Казахстане? Тут это в Америке. Все. Мы не будем говорить, где мы находимся. Да, естественно. Мы должны опускать это. Естественно, да. Все демократический строй, да, все как полагается. Мен казахмын, бұл сарт. По-любому. Значит, хорошо. Да, тогда мы выводим, получается, 3 категории, да? Это язык, это культура и, по сути, территория. То есть, хорошо, тогда, получается, одна из самых набавляющих тем в казахском обществе – это язык, да? Да, получается. язык. Если... Да, то есть мы признаем, получается, мы как Тенгрикор, да, естественно, признаем такую вещь, что Казахстан – это билингвистическое, по сути, государство, как бы билингвы. Да. Казахи — это билингвы. Тогда как... Билингва, этот термин тоже такой, надо немного опустить его. То, что невозможно найти истинного билингвиста. То есть можно разговаривать и казах тілінде, можно разговаривать орыс тілінде. Но в чем проблема? Люди не владеют языками на одинаковом уровне. Например, в Англии люди, которые владеют английским языком, это не всегда представители только одного такого моноязычного такого пространства. Например, я когда был в Индии, я заметил такую вещь очень интересную. Люди знают язык хинди наравне с английским языком. То есть они спокойно переходят между ними. Может, будет корявый акцент, может, будет какой-то такой недосказанность в словах, но при этом они понимают друг друга. Доносят мысль. Да. А у нас часто бывает такое, что 2 казаха могут стоять возле друга, при этом не могут найти общий язык. То есть есть какой-то барьер. То есть біреу таза қазақ тілінде сөйлесе де, қасындағы адам енді тек қана орыс тілінде білсе де, қала тұрғаны болса да, олар түсінбей қалады кей кезде. Это я часто замечаю. То есть разговариваешь с человеком, например, разговариваешь, и в один момент понимаешь, начинается барьер определенный языковой. Он тебя не понимает. Либо в словах не понимает, либо в интонации не понимает, либо в каких-то определенных понятиях. Хорошо, но мне кажется, что в Индии такое почему-то тоже возможно, потому что ввиду того, что там очень такая широкая языковая общность, когда есть там всякие канауджи, там бенгальцы, маратхи какие-нибудь, да, и там условно казалось бы, что английский язык это уже как бы такая вещь, как базу, которую знают там многие люди, но мне кажется, обязательно найдутся люди, которые не знают. Знают как бы свой обязательно родной язык,
но и вот так вот они внутри Индии не смогут тоже найти, получается, консенсуса. Тут, видите, в чем проблема? Вот Чингис, мы когда вот смотрим ситуацию такую со стороны, думаем, что нам не понимают люди. Но на самом деле вот это кроется в одном историческом таком контексте, то, что Англия искусственно не создавала каких-то таких условий для того, чтобы сделать население, грубо говоря, англоязычным. Она создавала институты, школы формировались тоже, но не было такой целенаправленной политики. В Российской империи, вот на нашем примере, такой политики тоже не было. То есть цель была в первую очередь создать определенную вот экономическую зону. Неважно, кто будет на каком языке разговаривать, ты будешь там орыс тілінде сөйлей, қазақ тілінде болса да, у них разницы нету. Главная была цель в том, чтобы создать экономические пространства. Язык, он сам по себе не нуждается в каких-то дополнительных конструкциях. Мы же говорим про язык как инструмент общения, коммуникации. Но тут мы пропускаем момент, что люди зачастую могут, и имея два разных языка, например, найти общий язык. То есть то же самое происходит в Англии. Но в Казахстане, в современном Казахстане, часто бывает ситуация, что, грубо говоря, бывает прям русскоязычное население, казахи, при этом русскоязычное население, которые могут вообще, в принципе, не разговаривать на казахском языке, отмекиваться, то есть мне бәрін түсінемін, бірақ та сөйлей алмаймын. Тоже такое часто происходит, и это замечаю. То, что они понимают, это одно дело, другое дело, не могут ответить. А диалог между людьми всегда выстраивается на этом. Да. То есть ты понимаешь своего собеседника, ты говоришь. Как бы тяжело не разговаривали люди, там даже нашарлап сөйлеген адамдарда, если они хотя бы разговаривают на этом уровне, то они хоть немножко друг друга понимают. То, что происходит в Индии. В Казахстане такого не происходит. В Казахстане даже нашарлап сөйлеген адам, он сөйлемейді. У него в голове комплексы, он переживает за свой акцент, думает, как я скажу это, объясню, как это. И просто часто происходит вот так, что мы не понимаем, почему он не разговаривает на русском языке. Не потому, что почему он не разговаривает на казахском языке, а потому что у него внутри есть определенная установка. С этой установкой надо бороться. То есть тут проблема не столько в знании языка, сколько в психологических установках. То есть, наверное, вы... часто я замечал такое в школе. Вот я учился в разных школах. Когда учился... когда я жил еще в Шымкенте, не было проблем именно с языковыми пространствами. То есть я мог во дворе играться с мальчиками, с девочками, и мы могли разговаривать на общем языке, русском или казахском, и не было проблем. Когда уже я переехал в Астану, я заметил такую вещь, что в Астане нету вот этого, как сказать, общего дискурса. То есть все русскоязычное население, я учился условно, грубо говоря, такой интернациональной школе, и вопрос языка там очень остро стоял, потому что никто не разговаривал. Я часто чувствовал такой небольшой барьер, то есть никто не общался, потому что ты либо южанин, либо ты қазақ тілінде сөйлейсің, и не можешь, грубо говоря, с нами общаться, потому что ты не совсем владеешь, в общем, этим аппаратом, инструментом. Что и сформировало определенное представление о том, что мы говорим на том языке, который нам удобно, то есть на котором мы пытаемся мысли излагать. Но на самом деле это неправильно. Мы можем не на двух языках излагать мысль. Дело даже не в знании слов. Потому что, грубо говоря, никто не просит у вас академический адибитель, ешкім сұрамайды. Біріншіден адамдар сұрайды, просто он қалай адам түсінесің, не айтып жатыр адам, қандай мәселе көтеріп жатыр. Мысалы, адамдар, даже те же самые дети, на улице стоят, общаются, разговаривают. Если кто-то начинает казахским разговаривать, то дети уже немного такие, уже не хотят разговаривать, не поддерживают разговор, не понимают. Это сформируется с детства. С детства такая установка, сен қазақ тілін білмейсің ба, орыссың ба, и вот с этого и начинается проблема. Так, окей. В принципе, был такой тейк, о том, что язык проник, так сказать, что в Казахстан, что в Индию, похожим образом. То есть его сделали экономически привлекательным, необходимым, скажем так. То есть, получается, можно ли применить что-то из этого инструментария по отношению к казахскому языку, когда уже большинство людей и так владеет, допустим, русским языком, и у них нету определенной мотивации, допустим, входить в это? Как ты думаешь? Вообще тут мы, конечно, не хотим склоняться, мы стараемся не склоняться, конечно, к понятиям казах, орыс, мы говорим о вопросе идентичности. Қазақ тілінде сөйлеу керек. Да. Негізінен бұл біздің басты ұлттық идеяның басты мақсаты ол қазақ сразу сөйлеу. Қазақ тілінде білмеген адамдар, олар көбінесе бұндай тілге мән бермей, бұлар сөйлей береді, орысша сөйлей берсе, ағылшынша сөйлей берсе, бұлар негізінен ұлттың ішінде, бұл ұлттың негізінен өкілдері болып тұр. Вот этнос, для этноса, чтобы у нас этнос сформировался нормально. Грубо говоря, мы сформировали этнос, но для поддержания этнической вот этой структуры необходимо, чтобы казах тілі оставался всегда на первом месте. Мы живем не в таком пространстве, где у нас, грубо говоря, такой этноцентризм один. Мы живем в очень полиязычном, грубо говоря, и полиэтническом пространстве. И для того, чтобы казахский язык стал языком не просто
государственным языком. То есть государственный язык и деление вот государственный, официальный язык, он часто портит вот представление о том, что я часто вижу в там, Инстаграме часто выходят люди, которые начинают поднимать вопрос там, языка, они часто говорят, что вот как вы думаете, какой у нас государственный язык? И они говорят, ну, русский, ну, это русский не государственный язык. Говорят, какой государственный язык? Казахский, русский, говорят. Но они стоят на своем. Но на самом деле это неправильно. Потому что государственный язык – это казахский язык. А русский мы говорим официальный язык, язык официального Он общения. также Ну, ГУНПА язык – это язык, официальный. язык делопроизводства на самом деле. Да. Вот я сам как работаю в государственном секторе, в подведомственной организации, я часто вижу эту проблему. То есть документ делается на русском, потом переводится, потом с этого формируется калька языка, и, грубо говоря, вот начинается с этого проблема. То, что мы делаем какие-то языки второстепенные. Для вот примера Индии я возьму очень яркий пример, то, что там свой английский. Мгм. Произношение другое, например, там иногда терминология бывает другой, иногда добавляют, и это смешивает, создает язык уникальным, инклюзивным. Инклюзивные языки для чего нам нужны? Английский язык, он сам по себе простой. Вот когда, Чингис, мы вот всегда обсуждаем вот вопрос языка, мы часто опускаем момент, что языку нужно пространство не просто вот такое, грубо говоря, словарное пространство, то есть нельзя его только в одни вот эти границы впихать, нужно создавать инклюзивное пространство. Английский почему стал простым языком? Потому что у английского было очень много столкновений с другими цивилизациями, с другими этническими культурами, которые были гораздо старше самой Англии, гораздо старше, были гораздо более развиты могли быть. Ему нужно было стать более доступным, доступным, снижать порог проще, да. вхождения. Поэтому вот, например, в английском языке часто видите там всякие, например, короткие, например, словосочетания, там keep it out, там keep it on, там, грубо говоря, упрощается смысл слов. То есть добавляется какой-то глагол, и ему какое-то, условно, там, причастие, или добавляется еще один артикль. Это создает из него более простую версию. Это сделано для чего? Для того, чтобы упростить представление о языке, чтобы не люди могли на нем общаться. Казахский язык, я не умаляю, казахский язык, он очень богатый. То есть қазақ тілі өзі біз көбінесе мән бермейміз, бірақ қазақ тілі негізінде түркі тілдес халықтардың арасында бұл ең бай, ең әдеби тіл. Ну, я это говорю с позиции, вот, не то, что с позиции вот казаха, то, что вот наша литература... Нет, это действительно факт. Да, факт остается фактом. Дело в том, что народы формируют не литературные языки, народы формируют коммуникации, то есть упрощенные языки. Английский литературный, если вы его откроете, почитаете, вы толком не поймете, вы будете со словарем считать каждое третье слово. Получается, казах тілі должен эволюционировать. Да, вот, например, мы же говорим эволюционировать, но тут эволюция в другом сочетается. Мы иногда эволюцию представляем, что так прогресс должен что-нибудь какой-то произойти, этап такой, что бац, и все по-новому. Да, и все по-новому. На самом деле есть примеры очень яркие. Вот есть пример, например, Сингапура. Сам по себе Сингапур, он такой яркий пример. Мы, конечно, знаем, что Сингапур это там условно островное государство, его не так много, но тут речь идет не про размеры страны, размеры этноса, мы имеем в виду про вообще инструменты, которые позволяли создавать языки. То есть объединять людей. Да, вот, например, в Сингапуре там не то что двуязычие, там полуязычие. То есть, 4, да, там, по-моему. Там, английский, естественно, сам основной, китайский, там кантонский диалект китайского языка, если я не путаю, потом индийские языки, потом языки малазийцев, малакские языки, если не путаю. Вот это 4 языка, грубо говоря. А английский в этой роли выполняет, он такой стык культурный, наверное, то есть соединяя все языки, создает определенную такую формацию. Ну, естественно, китайцев больше в Сингапуре, следовательно, у них сформировался такой термин синглиш, типа чина, сина и плюс инглиш. Ну, синглиш, такой универсальный язык общения. То есть и англичане понимают синглиш, и китайцы понимают. То есть у них есть общее какое-то преткновение, какой-то стык. Адаптированный вариант. Да, адаптированный. Национализированный вариант. Ну, национализированный. Есть сингапурская нация. Вот вопрос стоит же у нас в чем? Есть ли казахская нация в том плане, в котором мы представляем, национальные идеи? То есть нацию... Это плавно перетекает, потому что вот до этого ты говорил определенные тезисы. Вот часто, допустим, действуют разные активисты, как бы, да, в общественном поле, но мы не знаем, что они вообще вкладывают, вот, какие у них взгляды на глобальное нациостроительство. То есть, допустим, да, и зачастую многие такие люди сталкиваются с непониманием. То есть, поэтому я думаю, что нам следовало бы рассказать о том, что мы понимаем под этим, да? Ну да. Тут очень смешной такой момент был, я, наверное, из своей истории расскажу. Тут, ну, как все в детстве мы сталкивались с такой проблемой, например, что ты заходишь, например, в магазин, пытаешься что-нибудь купить, а там, ну, как всегда, стоит, продавщица,
не всегда на казахском разговаривают, ну, иногда русские стоят. Я не умоляю, то есть разговаривайте на каком языке хотите. Дело не в этом. Дело в том, что базу языка вы должны знать. Да. То есть это как бы обязательное условие, чтобы находиться не то, что там, на территории определенного там, государства, это условие, чтобы находиться в общей атмосфере, в общем таком государственном дискурсе. То есть мы же держим цель на то, чтобы сформировать национальную идею. То есть наш президент же пытается сформировать национальные идеи. То есть Касым-Жомарт Кемелевич Тухаев, он часто говорит именно такой термин, как адал азамат. То есть, грубо говоря, недавно прошел форум, очень интересный. Вот смеетесь, на самом деле, адал азамат, вот откуда выходит вообще термин адал азамат? Почему вот Тухаев делает акцент на адал азамат? Хочешь, чтобы народ был более участливый, получается, Да. в общественной жизни? Да, участливый, но при этом какие ценности там сдерживаются? Это хороший вопрос. Там Какие ценности? Там главная ценность ответственность, то есть адам жеке жауапкершілігі, потом Так. адамның әдептілігі, тәрбиесі, то есть какие ценности, он должен себя быть таким, грубо говоря, представителем такой прям соком, прям элиты, что ли, нации, вот в таком плане. То есть мы должны стремиться к идеалу такого красивого, ну, грубо говоря, здорового, культурного, Сексуального да, алашординца. сексуального. В очках умного. Да. И с бородкой. Да, но это такое представление. На самом деле, откуда произошло вообще адал азамат? Вот почему мы вот недавно отмечали 180-летие Абая? Да. На самом деле, почему Абай так сакрален для казахского народа? То есть Абай это универсальная личность, универсальный вообще учитель казахского народа, в том плане, что где бы ты ни был, в каком бы районе ты ни был, какой области ни был, всегда есть что-то посвященное Абаю. Либо памятник Абаю, либо там, например, улица в честь Абая. То есть Абай, он объединяет весь Казахстан. А почему он объединяет весь Казахстан, тут вопрос уже становится именно вот этих қара сөздерде. То есть все, практически большая часть қара сөз, это потом, как люди себя ведут, грубо говоря, ну, не так, как надо. Я не хочу говорить, что как должны вести, потому что, ну, кто Абай, чтобы знать, как должны вести люди себя. Дело в другом, дело в том, каким ценностям должны стремиться. То есть Да. образование должно быть какие-то чистые побуждения, условно. Ну, чистые побуждения, я имею в виду то, что часто Абай деконструировал. Это Моральный облик. Да, моральный облик нации должен быть, соответствовать идеям, соответствовать целям вообще всей нации. Тут Абая... Тут очень интересно в том, что у Абая нету вот этого, как сказать, мы же часто критикуем Абая, то, что он как политик, он особо практически себя не проявлял, но как идеолог, как Ну, не философ, практически, а вообще. ну, вообще, мы будем говорить, так что, ну, какую-то определенную роль он играл, просто мы сравнивая его с теми личностями, когда тогда были, грубо говоря. Ну, если я не хочу склоняться к там рассуждениям, кто больше оставил наследие, там, Шухран Валиханов или там Абай, они были разные на самом деле. Если Абай был... Ну, все люди разные, если так рассудить. Ну да, но мы рассуждаем с позиции 19 века, второй половины 19 века. Ну, если смотреть по... Да. Тяжелая ситуация. Да, по Шухрану Валиханову, то тут есть вопрос очень интересный, что Шухран Валиханов часто его уже деконструируют. На самом деле, если так сравнить эти две личности, Шухран Валиханов, он больше был консерватор, на самом деле. Он топил за консервативные ценности, вот, условно, там, возвращение, там, судобиев, например, или, там, снисхождение определенным культурным традициям казахов. Но стал жертвой коррупции в степи. Ну да, коррупции в степи, то есть, ну, грубо говоря, в то время это часто было. Потому что сам Абай, Да. Мы же не можем говорить, что Абай, грубо говоря, во все свои сроки он поступал, грубо говоря, ну, как народ его выбирал или как администрация решала, то есть, да, были определенные механизмы, необходимые для того, чтобы Абая продвигать. Да, для наших зрителей, кто не в курсе, как бы мы расскажем о том, что у Абая был брат Исхак, который трижды занимал должность волостного руководителя, и при этом не отрицал и вообще не скрывал того, что реальная фактическая власть принадлежит самому Абаю. И помимо этого сам Абай трижды официально был волостным руководителем. Ну, первый срок, может, не считается, там он в 20 лет стал, его сразу потребовали снять, потому что, 20 лет ему. То есть, но потом у него было 2 срока, уже после Исхака, получается, когда Абай уже был, значит, в качестве такого авторитета, о нем знала вся эта охранка русская, то есть за ним слежки были тоже какого-то рода, ну, скажем так, он был в обработке. И ему уже в какой-то момент сами русские, то есть говорят, что просто сами баллотируйтесь, как бы, потому что вот, когда у него второй срок должен был, когда он начался, вот как раз в те годы, здесь будет плашка, то есть там началась борьба за власть, то есть, да, и руын-басы не могли определиться, кто станет следующим волостным, и тогда уже царская охранка, так сказать, она уже прямо сказала Абаю: выдвигайтесь сами, то есть без вот этого кулуарности, серого кардинальства. Да. То есть... Пример очень интересный, пример Шухрана Валиханова. То есть в переписке между Достоевским и Шухраном Валихановым часто пишется прямым текстом, почему там Шухрана Валиханова не избрали султаном,
Причина была только, ну, естественно, была определенная политическая борьба между там, Шуханом Алихановым и другими избирателями. Причина в том, что была у Шухана Алиханова не было такого средненародного доверия к нему. То есть есть определенный тоже статус доверия. То есть часто, если ты работаешь на, вот, например, Российскую империю, как, например, шпион, там, военный, к тебе отношение иногда кажется такое двоякое. То есть тебе не хочется доверять, при этом ты ага-султан, при этом ты турек, ты как бы выходец, ты чингизид, грубо говоря, но при этом у тебя нету вот этого, как сказать, доверия. У Абая было такое доверие. То есть народ доверял Абаю, его ценили. То есть и это еще заключается не в самом Абае, это заключается еще в Каманбае, то есть в отце Абая. Шухан Да. Валиханов была другая ситуация. Шухан Валиханов в переписке пишет, что, грубо говоря, потому что я там условно не верю в Бога, потому что я там против вот этого, потому что я там, грубо говоря, там предатель, грубо говоря, не поддерживаю вот эти общие такие, грубо, этнические ценности, и это стало причиной, почему он не избирался Ага-Султаном. Это впоследствии, конечно, легло на вообще представление о Шухану Валиханову, о своем народе. То есть Шухан Валиханов, в чем отличается от Абая, я заметил, Шухан Валиханов, он очень сильно любил народ. То есть он из-за его такой прям необъятной любви к своему народу, из-за путешествия, просто сам человек военный был. Но при этом у него очень много было работы этнографических, он сколько этнографий собирал, сколько информации собрал, не только про там, казах, а там про киргизов, сколько набирал. Каждый Эпизод сколько. еще с Черняевым хороший был. Да, это очень показательно. Старичен. Противоречие. Ну, мы можем, конечно, там, говорить, что там жас Шохан енді қарсы болмаған, бірақ та өз пікірін айтуынша у него такая была возможность. Он сказал так. И дело даже было не в том, сколько политическая была цель, то, что он не хотел лишних кровопролитий. Он хотел то же самое, как и Абай, хотел тоже определенно вот такое, как бы создать эпоху, создавал эпоху просвещения, группа, просвещал тоже народ. Такие же проблемы были у него с тем, что, ну, грубо говоря, был такой интересный момент. Если не помню, в каком-то дневнике, якутском дневнике или дневнике Алтыншара, где он останавливается возле аула, где к нему подходит, узнает, что он туре, с коня он спускается, и тут подходит, грубо говоря, там роженица, там вроде 15-14 лет, вместе со своей ене, и просит, короче, чтобы Камчой и Шухан Валиханов ее, грубо говоря, отхлестал, да. Ну, как бы, чтобы там жын шығару ма, сондай ма, онда представление было, то, что там туре, у него там қолдар асыл, қолмен қамшаны алып, а Камча сама по себе был такой-то. Смешно говорили, но это Камча, она была на самом деле признаком власти, символом власти. И қамшымен ұрған кезде, да, қамшымен ұрған кезде он должен был выиграть. Ну, если Шохан не делал этого, он просто увидел какой-то такой яркий пример того, что народ, ну, такой невежественный, надан, халал, бедную роженицу. На самом деле, ей там, этой роженице, грубо говоря, он потом пишет, нужно просто, чтобы покой. Потому что ее затаскали туда-сюда. Она молодая была, и часто там беременный, сами понимаете, если ранний беременный, там 15-16 лет, это сложные роды, и часто это оказывается очень большое напряжение. Ну, Шухан, естественно, он как и там психолог, может, как понимал свой народ, он, грубо говоря, тоже, ну, деликатно отвечал, что ей нужен отдых, оставьте ее, не надо вот это доводить, грубо говоря. Ну и он, такие моменты, они на самом деле формировали вот представление Шухана о том, вот какой вообще национальный статус, вообще национальные проблемы. Мы же говорим про Абая. Абай, почему именно акцент делается именно на Шухана Валиханова, хотя в этом году тоже 190-летие Шухана Валиханова, но Такого ажиотажа не будет. ну да, ажиотажа не будет, потому что спорная личность, видите. Ну, спорная личность в глазах народа. А на самом деле, ну, мы-то понимаем, что Шухан Валиханов сделал большой вклад вообще в науку. Мы говорим даже не в культуру, мы говорим в науку. Да. Итак, да, мы... Зачем мы вообще об этом говорим? Потому что, казалось бы, вроде бы сейчас 21 век, да, и вроде бы много есть людей, которые, в общем-то, понимают, что такое нормально, а что такое ненормально. Но каждый раз, когда ты читаешь новости и видишь какой-нибудь очередной, извините меня за выражение, да, капздец, который происходит в общественной жизни, ты понимаешь, насколько важно опять подчеркивать, ребята, будьте людьми. Ведь это как бы, да, вкладка, о которой мы сейчас говорим, это моральный облик нации. Это в теме о нации строительстве, потому что какие у нас моральные ориентиры, на что мы ориентируемся? То есть ориентируемся ли мы на какую-то этику, в общем-то, не хочу даже я эти ярлыки употреблять, скажем, почему-то большая слишком фрагментация, да, того, что такое хорошо, а что такое плохо. Как бы, поскольку Казахстан является светским государством, я считаю, что есть определенные общепринятые, да, вещи. То есть, допустим, не плюйся на улице, не убивай детей, там, допустим, да, или, ну, не знаю, там, не воруй, да, что-то такое, да, вот, а казалось бы, каждому
А человеку более-менее воспитанному это и так понятно, но оказывается вот нет. Надо постоянно напоминать и говорить, что были, собственно, моральные камертоны, да, а какие именно, мы как раз о них и говорим, вроде как раз таких, как Шокан Валиханов. Хорошо. Получается, так, мы обсудили язык, мы обсуждали только что культуру, конкретно моральный облик, да? Что мы еще можем обсудить в рамках культуры, либо мы идем к следующей? Тут, видите, Чингис, в чем еще есть ограничения? Вот мы же переходим от всех языка, пришли, немного культуру задели, территориальные рамки можно будет тоже задеть в этом дискурсе. Почему территориальные рамки, они немного ограничивают представление человека о нации? Вообще целью-то является то, что нация должна объединять людей под какими-то определенными, не то что лозунгами, а какими-то программами экономическими, политэкономическими не хочу говорить, потому что политэкономика чисто советский метод. Нет, сначала экономика, а потом политика. Ну, вообще же экономика, а потом политика идет речь. Ну вот я почему говорю, вот у нас есть определенный класс общества, например, есть кандасы. Слово кандасы, в понимании обыденном там зрителя это оралмани. Но на самом деле эти два слова, на самом деле, они не совсем объясняют вообще концепцию того, что является казах. То есть оралман, то есть оралган кісі, то есть шетелден келген, мысалы да, там Өзбекстан болса да, Монғолияда, Қытайдан келген кісі, ол оралман деп есептеген. Конечно, наш президент по-другому говорит, то, что с 19 года у нас появляется термин хандас, то есть хандас, ну, грубо говоря, сокровник, там Жаль, что от перемены мест слагаемых как бы не меняется суть. Потому что слово хандас, на самом деле, оно немного принижает статус самого этноса. То есть мы, грубо говоря, в этносе казахов вводим какую-то такую позицию, термин такой хандас. Что такое кандас? Да и в целом, как бы, отношение к этим людям оставляет желать лучшего со стороны местного населения. Ну, на примере я могу сказать своих родственников, которые тоже были кандасами, знакомых, с которыми я общался. Часто бывала такая проблема, что, бывало, что их, грубо говоря, недолюбливали. То есть, там, обычно такой термин, если, например, казах не любит кого-то казах, он либо называется орыс кулсумба, араб кулсумба, или там, не знаю, ты там саткынсыннар. Типа, и, грубо говоря, до хандасов доходило вот это, понимаешь, что они предатели, оралган кісілер, бізде тіпті казах емес, қашқан адамдар. То есть они как бы представляют как предатели. Но на самом деле, вот казахи часто любят искать предателей. Вечно ищут предателей. То Шохан предатель, там, не знаю, там, кто-нибудь еще предатель. Да там, тот же Абай. Да, Абай, да, тоже. Қазақты жамандаған кісі болды, казах емес енді. Я слышал в стенах университета невероятную теорию от сторонников таких националистических взглядов, что Абая придумали в Советском Союзе. И что в реальности он не существовал. То есть придуман он для дискредитации казахского народа. Такая интересная книжка была, учебник, когда я еще студентом был, учился в универе, книжка была «Казахская философия». И она очень интересная книжка, она там начиналась, грубо говоря, начиналась там с Аль-Фараби. Условно, там просто говорился общий дискурс, что были такие. Но там вообще основной дискурс делался вот на Абая. Частично это как Абай. Сборник. Не частично Абай. Вот в советское время часто Шухана любили, потому что Шухан, он был при советской власти был. Как при Российской империи был, военный человек. Да. Что он, грубо говоря, у Шухана прослеживается в работах его такой материализм взглядов, антропологические какие-то ценности. То есть это было близко советской власти. В самом Казахстане почему именно Абай такой краеугольная фигура. В современном Казахстане? Да, в современном Казахстане. Потому что краеугольный камень в современной политике — это в том, какой образ мы поддерживаем. Образ такого... Абай, тяжело сказать, Абай был, и там богатый был. Был состоятельный был, грубо говоря. Да. И при этом он был политиком. Да. Из-за того, что он был политиком, государственным, госслужащим, говорить о вопросах нации, проблемах нации он не имел определенное моральное право. То есть помимо статуса есть еще моральное право. Поэтому в современном Казахстане часто почему Тукаев делает акцент именно на там, Абая, то 175-летие Абая, 180-летие Абая, потому что Абай — это, грубо говоря, наш духовный символ, по которому быть богатым и властными, друзья. Да. Это грубо говоря так. Но на самом деле, в чем проблема? Я часто вижу, последние 180-летия прошло, люди часто стихотворения читают про Абая. Мы недавно были на площади, там целый курултай собрался, каждый по очереди выходил. Да, на самом деле красиво, конечно, стихотворение, қара сөздер, это все правильно, там мысли правильно. Согласен. Дело в другом, дело в том, что қазақтар ондай осы сөзге мән бермейді.
қандай да қара сөз болмаса іште қандай надандылық туралы болған там тәжірибесіз адамдар, мысалы там бала туралы, дін туралы болса да мәселе, тут в другом проблема. Казахтар ничего, вот просто прочитывают, как условно, как это обычная методичка выходит, у них прочитали, красиво все сказали, и все, на этом болды. Ешқандай қозғалыс болмайды, ешқандай әрекет жасамайды, тек қана осы айттым ба болды, мәселені көтердім ба болды, молодец, отырып 5 сағат деп сондай ғой. А вот конкретно меняется ли народ, вот это вопрос другой уже. Нет. То есть это похоже на в одно влетело, в другое вылетело, получается. Ну, А почему так? Ну, я не хочу склоняться к общему образовательному циклу, то, что образование всем доступно. Про качество образования мы не будем, наверное, говорить. То есть это будет тема отдельного подкаста, друзья. Да, потому что образование — это очень большое направление, которое, на самом деле, очень много изменений. Там, наверное, много можно поговорить про личность Асхата Аймагометова, то есть какие он ввел новые изменения, да. Да. Ну, не умаляя этому, дело в том, что у нации не хватает этого стержня понимания, что является культурной ценностью казахского народа. Мы же часто понимаем, что ата-бабаларымыз болған тарих, мәдениеті ең бірінші құндылықтар ретінде болған. Бірақ қазақтарда көбінесе ондай болған. Енді адамдың надандылығы болса да, қасында басқа ондай енді әлсіздіктер емес, енді қазақ халқының бір ерекшеліктері ретінде болған. То, что мы часто из себя представляли, что все, кто не казахи, ну, не то, что не казахи, все, кто не находились рядом с нами, то есть не являются кем-то похожим на нас, они часто оказываются в такой ситуации, что сатқындар. Вот Абай сам пишет, условно, если не путаю, в 7 слове или в 9 слове о том, что вот казахтар ругают всех, там, русских ругают, сартов ругают, короче, всех на свете ругают, татар ругают, но при этом сами не могут с ними сравняться. Да. И это часто происходит. Но на самом деле казахский этнос, у него очень хорошее такое пассионарное влечение к наукам, к развитию культуры, искусства. Да. Это является особенностью на самом деле. Мы это раскрываем только, грубо говоря, недавно, последние, наверное, 15-20 лет это начало раскрываться. До этого мы сильно гениям такого не давали значения. Часто мы понимаем, что мы много талантов упускаем. И продолжаем упускать. Да, отсюда и продолжаем упускать. И в этом формируется вот эта проблема. То, что мы как ценим людей? Мы ценим их по знаниям, по им вкладу в общество, или ценим их, потому что они являются, просто казахами? Нет, у них должны быть много подписчиков, у них должна быть красивая машина, хороший телефон и реклама донерки или букмекерки. Да. Это знак качества, друзья. Да, качество, да. Каждый второй сейчас качественный казах. На самом деле это тоже интересная тема, потому что сколько мы знаем именно вот широко известных, так скажем, научных авторитетов, как бы в Казахстане. Может, за исключением там Жаксылыка Сабитова условно, или Радика Тимиргалиева. Это люди, которые много где появляются, скажем так, да. У них, они создали вот этот определенный... Да. Они пахали, и то это цифры несоизмеримые, если измерять это, допустим, с цифрами людей, которые делают юмористический контент. То есть, да, это как бы... Негізінен қазақтарға күлкі материал, күлкі контент керек біріншіден. То есть юмора больше, да? Хотят? Иә, комедия ретінде жасау керек, той туралы алдын бір ондай бір шаралар өткенге. Онда мысалы қаншама комедия бізде қазақ тілінде шығады, бұл осы комедия. Мүлдем мұндай бір... Вот, кстати, это вот бизнес... Нет, не бизнес по-казахски, или какой-то фильм? Фильм Нурлана Куянбаева, да. Где там попал он в прошлое, там, да, был казахский хан, да. То есть и они там сидят, спрашивают, ты что, это изобрели? Нет, это не изобрели, что ли? То есть это, любопытно, что определенные установки, да, так сказать, определенный месседж, как бы необходимый месседж, ничего не говорю, да, но он делается в рамках юмористических проектов, потому что он соберет как можно больше людей. Да. То есть... я, конечно, склоняюсь к тому, что комедия — это не совсем хороший жанр для того, чтобы популяризовать что-либо. Что-то серьезное. Да. Потому что комедия — это же комедия. Это коммерческий цель. Да. Дело в том, что на самом деле Нурлан Кубаева я за что уважаю, как продюсера, как популяризатора, то, что Нурлан Кубаев показывает всему Казахстану, какой может быть реальность другая. То есть выезжать там за границу, там в Индии, где-нибудь там в Китае там снимать, или где там в Турции снимать, они показывают его народу казахов, такой образ казаха, который находится за границей, как он себя ведет, как движется, какие действия. Он немного открывает. Карикатурное, как бы. Высмеивание карикатуры. Да, естественно, комедия сама по себе. Да. В чем плюс? Казахтарға ондай керек болып тұр.
потому что есть определенный спрос на комедию. Есть спрос на комедию, следовательно, есть спрос определенного зрителя, что он Мгм. хочет видеть. Если он видит казаха в другой, там, за границей, он чуть-чуть расширяет свое представление. То есть коммерциализация происходит ну, в контексте того, что казахи видят что-то, кроме аула, короче. Потому что Боямбаев перестал, что самое главное, что он не снимает в аулах комедию. Что у нас сейчас делают? Каждая вторая комедия в Казахстане, если не Нурлан Боямбаев, она в ауле снимается. Ауылда түсірген фильмдер негізінде олар таза комедия. Они показывают одно и то же. Традиции, какие-то представления, там, состыковка города, государства. Вот мы же говорим, вот Нурлан Куянбаев, там всякие, там, когда-то снимал и Адамбаев, да, вот свою Киринку Сабину тоже. В чем проблема? Вот в Казахстане есть разные кинематографии, разные ценности показывают, разные сложности. Вот, например, есть, Чингис, напомню, мне режиссер, который снял «Кап-қара адам». Адильхан Ержанов. Да, Адильхан Ержанов. Адильхан Ержанов, на самом Это как бы, вот знаешь, как этот... Вот если- У тебя есть choose your destiny, у тебя есть два пути, либо Нурлан Куянбаев, либо Адильхан Ержанов. То есть полярно просто разный мир Ну да, потому что в ценность-то, разных красках. ценность-то, что Ержанов, Адильхан Ержанов снимает не для публики Казахстана, он снимает для СНГ, снимает для европейских зрителей, для общего зрителя. И когда казах посмотри комедию, посади его там на «Кап-қара адам» или, например, там какой последний, «Дала Хасахры» вышел последний, он не поймет, он поймет, какой ужас вообще, сколько крови, сколько непонятки, сколько депрессии. Да. Казахи не любят депрессию, казахи любят постоянно, грубо говоря, ну, быть, грубо говоря, на Chill and enjoy. да, типа кайфпен Да. отыру керек. Ну, потому что идеология такая, такое стереотипичное, такое ментальное, такое напластование, потому что казахи часто веселились. Вот как пишет, вот что интересно отмечает, Масанов в книге «Казахская цивилизация», вот одни из самых таких фундаментальных трудов, на самом деле, по быту, например, по образу производства там казахов, это является вот как цивилизация казахская Хорошая цивилизация. книжка «Кочевая цивилизация Да, казахов». Масанов. Масанов. В ней очень интересно расписан момент, то, что для чего нужны вообще традиции, что они нужны были. Ну, для чего нужны такие крупные мероприятия, зачем там малды соят, зачем люди там наурыз проводят, грубо говоря, зачем происходит эти процессы. Потому что жизнь в степи очень тяжелая. Начнем с этого. Ты, допустим, ладно, летнее пастбище у тебя проходит, все хорошо. Там почему казахи в основном то и проводят летом? Потому что летом самое лучшее время, чтобы там той өткізу, адам шақырасын, балада аурайы да бар. А зимой борешься со толы, стихией. тамақ толы, да, сонда. А ближе к осени уже начинаются проблемы, начинается, что скот меньше дает молока. Борьба начинается Да, такая. да, борьба начинается определенно за ну, не то, что территориально, за кто быстрее дойдет до пастбища, кто быстрее дойдет до, там, условно, до колодца, например. Эти проблемы часто бывают. И когда осень заканчивается, күздеуден кейін, қыстауда уже начинается проблема, условно, то, что люди часто не могут на улице. Естественно, холодно, условия тяжелые, надо тепло одеваться, ну и находитесь в постоянно скучном таком пространстве, в юрте. Часто ее надо окуривать. То есть не просто так юрты там 19 века, часто вы видите, на фотографиях, они черные, не как сейчас, условно, белые, красивые юрты. На самом деле юрты 19 века, она И была... все такие чумазые сидят там внутри. Да, а почему? Потому что, грубо говоря, окуривание это спасало определенных болезней. То есть ты окуриваешь пространство, вечно выходишь. Конечно, это влияло определенно на здоровье, но при этом это была такая техника выживания определенная. В эти праздники, которые происходили уже, зима заканчивается, начинается самый сложный переход. Это переход с зимних на весенние пастбища. Почему это самый сложный? Гололед, падеж скота начинается, еды мало, взрослые дети болеют, молодняк болеет, кучкуются, земли не хватает. Если там тебеневаться можешь, то хорошо. Если гололед, то уже лошадь не может тебеневаться. Начинается проблема, еды не хватает. Это очень сложно. Казахи в это время аккумулировали всю энергию, еду, короче, для того, чтобы дойти до вот весенних пастбищ. И там уже весеннее пастбище, начинается вот Көрісі күні, 14 там, марта, сейчас мы признаем эту концепцию Наурызнама, начинается Наурыз. А Наурыз что? Наурыз это не праздник такого там веселья, там все радуются друг другу. Ну, радуются, да. Возрождение. Тут проблема в том, что это был такой внутренний цикл перехода людей с одной кочеви на другую. И это был в чем осложнение, какие осложнения. Почему люди Көрісі күні проводили? Амал күні, Көрісі күні, потому что необходимо было увидеть, кто дожил, кто выжил, кто дошел до летнего пастбища, кто остался живым. То есть дети, взрослые умирали, скот умирал. Это было очень таким сложным моментом. Мы думаем, что казахи всегда радостны, там кочевали, еды всегда толы было, каждый день бишпанат кушали, на самом деле нет. И это асу, это было очень сложно, это надо было определенный период для этого. На Наурыз ты приходишь,
Ты приходишь, уже проходишь осень пастбища, начинается праздник. Еда появляется, скот можно уже резать, трава появляется, кобылицы дают молоко уже. Начинаются там праздники, там Наурыз, начинается праздник Камазмурандок, там первого Кумыса, и люди начинают заново жить, происходит возрождение. Поэтому вообще правильно говорить Наурыз, почему именно Наурыз сакральный праздник. Дело даже не в религиозности, а в сакральности. То, что он этнически сакральный праздник, он показывает определенную сложность жизни казахского народа, который он проходил, определенные там события, которые должны быть, ну, сформировали наше представление о том, как должен быть мир, как должен быть мир. Это 4 сезона, переход, там, Камаз тоже. Это все сформировало вот представление казахов о том, что есть общее единение. В сложные моменты казахи объединяются. И Наурыз то же самое. Вы приходите на пастбище, родственные аулы приходят, праздники проходят, там алтыбақан ставится, там той өткізеді, қыз ұзату өткізеді. И в такие моменты казахи вспоминают счастье, да, ну, радуются, стремятся к тоям, проводят все, на обилии происходит, грубо говоря, вот так, ну, по материальному положению, конечно, рода, там, аула, там, отдельно взятой семьи. То есть это был такой момент сакральный. И это формировало, естественно, нашу такую национальную ментальность о том, какой должна быть жизнь. Не то, что должны радоваться больше, комедий должно быть. И это спасало нас. Это был рекреационный период, когда мы набирали жиры, набирали энергию, набирали сил для следующих сезонов. То есть являлось таким условием хорошим. Грубо говоря, это спасало народ от того переизбытка еще. Вот Масанов упомянул, есть такой термин дисперсия. Вообще кочевые цивилизации, когда развивались, скот увеличился, всегда происходила борьба не за количество, там, например, там, сколько у вас там красивых там водных источников. Ну, водные источники были важной частью, была важная часть земля. Чем больше скота, тем происходит больше проблем за ресурсы. Трава нужна была, хорошая трава, то есть разная трава. Например, лошадь часто не ела траву, которую ели баран, например. Был определенный травянистый слой, который необходим, нужен был для лошадей, для там коз, для там условно там для коров. Это все была разница. И это было основное вообще преткновение. Вот Радов пишет, что основной конфликт в казахских степях — это конфликт именно за пастбище, за территории. Это являлся, да, так и есть. Конфликт за пастбище, когда их очень мало, это очень обостряло отношения. Поэтому часто было, что казахи, когда вот у казахов была такая традиция, что у тебя должно быть много детей. То есть много детей, много счастья. Да. Почему нужно было много детей? Дети, помимо того, что помогали хозяйству, необходимо было, чтобы они расширялись. Тоже была внутренняя экспансия, дисперсия происходила. Ты отдаешь ему часть своего скота, даешь ему кизюй, он кизюй берет и откачивает на другую территорию, ищет еще новую территорию. Таким образом, ну, грубо говоря, по Масанову происходит распространение вот кочевого образа жизни, кочевых цивилизаций. То, что они искали источники земли, там, пастбища хорошие для скота. И это происходит дисперсия, деление, пучкование, деление, и формировало вот это представление общее о том, как должна формироваться вот эта традиция. А чтобы не происходил переизбыток определенных вот этих ресурсов, то есть скот часто он же погибал на джутах, в джутах погибал, болезни были разнообразные, какой-то скот не доходил, и его вырезая, часто ты его запасал на самом деле зимой, потому что зимой мало ли, ну, кто-то может погибнуть, кто-то не дойдет, например, травы не хватит, например. Ты зарезал определенное количество калорий, и, грубо говоря, это тебе на запас было. Зимой-то хранить мясо легче, во много раз легче. Ну и вот, грубо говоря, до осеннего периода, до весеннего периода у тебя было определенное там количество там еды, то есть необходимой. Да, это база, друзья, как бы, да. Поэтому спасибо Сункару, что он поделился этим со зрителями. Ну, резюмируя его тейк, можно сказать только одно. Смейтесь и плодитесь, друзья. Это показалось. Да. Хорошо. Резюмируя все вышесказанное, как бы, да, есть определенные культурные символы, да, есть определенный хороший моральный облик, к которому есть куда стремиться, есть язык, да, как некое тоже что-то сакральное, которое должно объединять народ. Итого, как можно сформулировать, каким должен быть казах в 21 веке? Вопрос языковой, в первую очередь. Язык должен быть понятный, не просто, грубо говоря, упрощенный, он должен быть понятный всем. То есть это должен быть свой вариант синглиша какой-нибудь, который будет понятен. То есть казахскому языку, он сейчас происходит развитие, қазақ тілінде контент жасап жатырмыз біз. Тек қана біз емес, интернетте қаншама адам отыр, қазақ тілінде жасайтын контент толы қазірше. Процесс развития происходит. И мы тоже делаем, кстати, контент о казахском, друзья, подписывайтесь на нас везде. Но в чем проблема? То, что мы не должны стремиться только к казахцентризму, ну, грубо говоря. Вот какой-то казахшылық болу керек, только должно быть чуть-чуть упрощенный язык для представления других наций. То есть мы можем, конечно, ждать, пока этот момент произойдет, что казахский язык все освоят, но есть момент, который требует время. И казахский язык, сейчас происходит процесс такого, что казахский язык, он смешивается с русским языком, и часто
оказывается понятным для там, представителей двух языковых, например, атмосфер, грубо говоря, там представителей двух языковых, например. И это внутри нации, внутри этноса это хорошо влияет на самом деле. Но стремление мы все равно ставим то, что казахский язык, он должен со временем укрепиться так, чтобы стать основным языком общения. То есть он должен быть основным. Но в какой форме это будет, это уже другой вопрос. Следом, вот резюмируя культура, ценности. Они, насколько вообще важна культура, вот это вопрос связан с адал замат, что мы должны, к каким ценностям надо стремиться. То, что Абай упоминал, то, что вот невежество определенное, казахские слабости, есть определенные там кумовство иногда бывает. Вот часто бывает, что мы там иногда друг друга стараемся обмануть, вот такое, часто ленимся что-либо делать. Да, есть такое. Казахский народ, на самом деле, он имеет хороший потенциал работать, делать, все, он это и делает. Тут вопрос в том, что как это распространить так, чтобы это стало ценностью для всего народа. И третье, это, естественно, территория. Территория, территориальный образ жизни, наверное. Потому что казахи — это не только казахи, которые живут в Казахстане, это казахи, которые за границей приезжают. То есть Хандас, Уралман термин мы опускаем, потому что, грубо говоря, они все казахи. Да. Хандас, можно хандасов, киргизов называть. Хандас можно найгайцев называть, каракалпак, хандастар, деги болады. Но люди, казахи, приезжают сюда, они не должны делиться, условно, хандас, казах, они должны, там, монгол, узбек, казах, там, все такое не должно быть, грубо говоря, мы должны ценность самой нации, потому что мы его части этноса, мы его сохраняем внутри себя, мы их принимаем как своих. То есть это люди ушли не по там, воле того, что там, грубо говоря, там так плохо было в Казахстане, грубо говоря. Так плохо дегенде, это я имею в виду по политическим процессам, то есть были разные там начиная еще задолго до советской власти эти процессы начались, там падение Джунгарского ханства, там расселение империи, территория проживания кочевий казахов, которые там затекались по всем сторонам Алтая, то есть территория там Китая, Монголии, России тоже. Мы почему говорим термин иридент, а не диаспора? Потому что есть определенные исторические кочевья. Вот у меня научный руководитель Раздыков Сакен Зинулович, у него очень интересная диссертация была по казахам Южной Сибири. Он конкретно доказывал по документам о том, что казахи расселялись, кочевали вот на этой территории, грубо говоря. Он диссертацию защищал в России, это была очень тяжелая диссертация, да, это было очень тяжело, но он защитился, да, при границе этническое распространение казахов, оно выходит далеко за границы Казахстана. И мы стремимся... Это, друзья, все, мы все заканчиваем. Давайте всем салбон. На самом деле, это известно всем, кто хотя бы немного занимался исторической наукой. Просто сейчас непонятно, где заканчивается история, где политика начинается. Вот даже условные такие понятия, как Тара, Тюмень и так далее, которые там до сих пор Тула, там, да? Это же все тюркские названия, там, условно, большинство из которых там в кыпчакской группе, так или иначе. Турки живут очень компактно. На самом деле, турки живут очень компактно. То есть они как-то через какие-то определенные вот эти географические, этнические границы, они связаны с собой. Дело в чем, почему казахи так плохо относятся почему так сильно зацикливаются на территориальных границах? Почему вот? Потому что не воспринимают территорию Казахстана только по тем, грубо говоря, расчеточной линии, но не представляют про культурное пространство. Русский мир же говорит, потому что русский мир там выходит, это широкое понимание, это русскоязычное население, которое русские, грубо говоря, живущие за территорией там России. Мы тоже можем говорить, что есть определенный казахский мир. Казахский мир, он существует, он верифицирован, есть казахи. И вот, грубо говоря, территориальные рамки, они ограничивают представление казахов о там условном нашем мире. То есть русские могут говорить, там, русский мир, русский язык государства, есть понятие русский мир. То есть о нем говорят, не говорят, оно существует. Есть русскоязычное население, русские, то есть не русскоязычные, а русские, которые живут за территорией России. Это часть русского мира, можно считать. Почему мы не можем считать понятие казахский мир? Казахский мир тоже существует, он верифицирован. Это не 10-20 человек, которые живут за границей, потому что переехали. Это целые миллионы населения, которые живут за границей Казахстана. При этом живут, существуют, работают, развиваются. Иран, Афганистан, Пакистан, именно Китай, Монголия, Пакистан, Россия. Китай, Монголия, Россия, Алтай. Да. Если мы так посмотреть, то тогда получается казахский мир, он шире, чем границы Казахстана. И, следовательно, мы должны понимать слово «этнос». И когда говорим про слово «нация», когда мы говорим о национальной идее, мы должны создавать национальную идею, которая должна включать в себе всех представителей этноса. Если мы делим Хандас, Уралман, например, Сатхан, например, Приезжий, южанин, например, внутри Казахстана, тоже происходит дилемма. Наши границы далеко ограничены государствами только так национальная идея формируется, получается. Есть такое
крылатое выражение у историков, что казахи были казахами только тогда, когда угрожала внешняя угроза. А вот когда нету войны, то есть все готовы загрызть друг друга внутри. Да, это проблема. Нету этнической консолидации внутри. И плавно, наверное, заключение я так сам скажу, что все вот эти ценности, вот все эти основные понятия, там, язык, культура, территория, они плавно перетекают в понятие уже самосознания. То есть сезм сана, какой казах, какой он сам представляет себя казахом, что он считает казахским. Казахским он считает казах там, мәдениет, салт дәстүрлер болса да. Иисуса. Ну, Иисус казах, Будда казах, все мы казахи, да. Соңғысы казах болған. Ну, с этого. И другой термин, когда начинается вопрос, а қандас, сен кімсің? Қандас жоқ, сен қандас болсаң, қаяқтан келгенсің? Монғолиядан монғолсың. Вот с этого и начинается вопрос. Иисус казах, а рядом стоящий у тебя, например, қандас Монголия, там, с Монголией ты монгол деваться. Какое это будет из этого понимание, да, казахской нации, да? Да, друзья, мы осуждаем внутреннюю ксенофобию, призываем всех быть более, скажем так, мы должны открытыми. любить казахов. Уже как казахская нация сформировать, если мы не любим друг друга? Мы должны уважать Да. себя, какие бы ни были. Там бывает ситуация такая очень интересная. Там Чимкентте тұрған адамдар, когда с Узбекистана приезжают казахи, они их называют қандас ораман называют. И там чуть-чуть такое отношение к ним относится, то, что они как бы оттуда приехали. Недоверие, Да, есть такое, да. Ну, возьми, а теперь возьми такой пример, когда там условно Казахстан, например, приезжает, например, с Турции казах, например, то сразу все, не деген казах тілінде сөйлейді, тірі казах, вообще сердце распыхается, потому что мы уважаем людей только когда они приезжают из богатых стран, ну, богаче, чем Казахстан, и они уже нам видят не қандастар, а они прям, да, репатрианттар, нағыз қазақсың, қазақ тілінде сөйлейатсың, қалай сен Түркияда тұрғансың, тілін сақтағансың деп әңгіме содан басталады. И вот такая непонятная внутри нации эта дележка. Если мы уже говорим про конкретно казахский этнос, мы должны всех принимать, несмотря ни на что. Какие бы они ни приносили с собой идеи, приносили там политические повестки, мы должны их принимать, потому что национальные идеи формируют не только там внутри только казахского этноса, который на территории Казахстана, формируется вообще везде. Национальная идея должна формировать это все. И национальное самосознание – это одна из самых главных проблем. Как мы себя осознаем как казахи? Казахи, все казахи. Начиная там с казахов, которые живут там в Актобе, там с казахов, которые в Уральске, заканчивая казахами, которые живут в Алдыкургане. То есть все казахи. И там, начиная с казахов, которые живут там, условно, там где-то в Жизакском районе Узбекистана, заканчивая казахами, которые живут там в Алтайском крае, например. Это все казахи. Они все общие языки, общие ценности, общее представление, общие праздники. Это все должно быть объединяющим фактором самосознания. Но в этом случае мы часто сталкиваемся с проблемой, что история, культура, они делят немного представления. Вы откочевали, ушли, и это не должно быть основополагающий момент. И тут полагающий момент, какое самосознание должно быть зацеплено на экономический какой-то курс. Хочу подытожить то, что вот при Назарбаеве у нас были общие такие идеи экономические, то есть цели были, там, Казахстан 2030, Казахстан 2050, там, Рухани Жаңғыру даже, были хорошие идеи, ну, просто, насколько модернизировалось сознание казахов, это тоже вопрос, что мы модернизировали там за 5 лет, мне кажется, модернизация ушла только в одно направление, и давно не в модернизацию сознания, да? Да, вот это проблема. Казахи там... Швейцарское направление. Да, швейцарское. Да. Банки, это категория ААА, да? Да. Ну вот, если речь идет про это, идеи хорошие, просто не хватает понимания экономической цели. Американцы живут экономическими целями. Американская мечта – это экономическая цель. Стать американцем. Квартира, машина, там, бизнес свой хороший, там, с карточкой, берешь карточку и выбрасываешь, уходишь в закат, это все, ты американец. Там, в Америке, возьми, там, в Европе, там, экономическая ценность, чтобы наша, условно, германская нация производила больше вот этих машин, строительства, то есть есть ценности. Ну, за исключением, конечно, там, прогрессивных. В Китае экономическая цель есть. В Китае конкретно экономическая цель происходит. Люди целятся экономические стратегии, ты должен зарабатывать, ты должен быть, условно, торговать, создавать, учиться хорошо. Это экономические цели. В казахах экономических целей нету. Казах часто задумываются о политической, про политику не говорят. Но когда говорят про экономику, не говорят про экономические интересы. Это часто вот камнем преткновения становится национальной идеологии. У сингапурцев есть прям конкретное понимание нации как какого-то экономического, такого политического экономического объединения. Что мы экономически стремимся вот к формированию вот этого. Там, войти в топ-50, в топ-30 или создать, или быть флагманом всего мира по развитию вот этого направления. Да.
Вот это и есть цель. Казахстан пусть не создает там новых Мерседесов, не создает там, не знаю, там новых там офигевших процессоров, но пусть он определится, что экономически ему нужно, что он реально экономически может достать. И для этого вот нужны новые концепции. Почему Адал Азаматович, эта концепция должна больше быть направлена на экономические интересы, создавать экономический облик человека? То, что это главная проблема. Пока нет экономической цели, вот ұлттық идея кәдімгідей экономикамен байланысты болса да, там саяси жағынан болса да, там бір мәдениет жағынан болса да, біріншіден адамға түсіндіру керек, не үшін біз қазақпыз, қандай осы сөзде ұғымы бар, қандай мән береміз осы сөзге. То есть если мы просто говорим казах, потому что там жил в Казахстане, вырос казах, все казах, этнос казах, а какая национальная идея казаха? Это вот вопрос уже к другим последующим нашим, наверное, обсуждениям. Ну, подытожим, грубо говоря. Да, вот такой вот у нас вышел, друзья, первый подкаст, как бы, да, по теме этнос и нация. Надеюсь, он был для вас полезен. Оставляйте ваше мнение, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. У нас будет еще очень много разных тем для обсуждения, так что будут выходить еще разные выпуски подкастов. Всем сау болыңдар. Сау болыңыздар. Су бұлдақ жайып қанаты